Ассаляму алейкум ва рахматуллах, дорогие телезрители, мир вам и милости Всевышнего. Альхамдулиллахи раббил алямин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин, ва саллаллаху ва саллям аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ат-тайибин ат-тахирин, ва ман таби'ахум би ихсанин иля яумиддин. Хвала Всевышнему, Создателю всего. Воистину, Его милости всем в этой жизни, исключительно верующим на том свете. Воистину, Он властелин всего, Он властелин судного дня. Прошу у Бога Всевышнего даровать особое величие и благословение всем нашим пророкам и посланникам, начиная от Адама до последнего Мухаммада включительно. Тоже прошу у Всевышнего особое величие и благословение тем, кто по их пути до конца света. Дорогие телезрители, именно они учили нас, как должны поступать, и дали нам отличать, что такое добро, что такое зло. И они были для нас самыми лучшими примерами, мы как люди, как должны жить, и чтобы наше поклонение было единому Богу. Воистину, радость – это то, что будет вечно на том свете, а испытание – то мы проходим в этой жизни. И терпение, и мудрые действия и поступки должны быть именно с нами. Для того, чтобы всегда держать себя в руках и не выходить с рамки того, что дозволено Богом. Дорогие телезрители, мы живем особые времена. Нам нелегко, и кому легко в этой жизни. Но не силен тот, который может побеждать других, а силен тот, кто может держать себя в руках. Поэтому хочу обращаться ко всем, и чтобы всегда мудрость была с нами, чтобы мы очень аккуратно взвешивали наше слово и наши деяния, как бы ни было тяжело. Сегодня мы вспоминаем особую трагедию, которая была у наших братьев крымских татар. Это уже 70 лет депортации наших братьев крымских татар. И сегодня мы в Украине, мы не только говорим об этом вопросе, но и эта памятная дата, это в сердце каждого из нас. Тогда, когда есть такая трагедия, тогда, когда есть такая агрессия со стороны зла, против целого народа, мы не можем это оставить без внимания. Дорогие телезрители, значит, сегодня памятная дата трагических событий именно в истории Украины. Почему? Потому что мы, как местные граждане, именно сочувствуем ту беду и тяжесть и скорби, которые есть у наших сограждан, крымских татар. Сегодня, может, и многие говорят об этом вопросе, но мы, как мусульмане, имеем особые чувства для этого вопроса. Почему? Потому что это мирные жители, которые пожелали добро другим, и которые имели свою культуру, и на протяжении истории только можно говорить добро об этом народе. Тогда, когда есть высокая культура, когда есть трудолюбие к тому месту, где они живут, и тогда, когда есть добрые взаимоотношения, и в результате мы видим, что люди уходят не по своему желанию и не туда, куда они выбрали, а именно заставляют их, чтобы вместе со своими детьми, бросая всего, что они имели, и даже если не успеваете брать с собой своих, то оставили того, кого смогли, и депортировали туда, куда не хотели. Конечно,
это трагедия особая. Ну а кто виноват и кто за это отвечает? Можно по-разному рассуждать. Но эта трагедия была не только для одного народа. И те, которые сделали не только в адрес одного народа. Но это борьба между злом и добром. Поэтому это и поучительный урок для каждого из нас, чтобы не допустили никакого вида экстремизма, чтобы всегда ценили труд любого соседа, любого брата, любого человека, с кем могу жить и сегодня, и завтра. Мы разные, и культуры разные, но сейчас мы в 21 веке, многие обсуждают вопрос ксенофобии, обсуждают вопрос диалога, мира. Все хотят мир. Но я бы хотел, чтобы на самом деле мы познакомились поближе, чтобы мы освободили себя от любой крайности и думали, как люди, что можем делать для того, чтобы сохранить любое ценное, то, что осталось у нас, потому что то, что происходит, волнует каждый из нас, потому что это отражается на следующее поколение. Я бы не хотел, чтобы каждый думал, как отомстить кого-либо из-за того, что какие-то предки что-то делали. И одновременно должны признать любые трудности и любые неправильные шаги, которые были в адрес кого-то из нас. Дорогие, тоже на уровне всего мира определили, что 21 мая – это особая дата, это Международный день разнообразия культур за мира и диалога. То раз установили такой день, то давайте, чтобы мы его использовали тоже для развития знакомства и для того, чтобы на самом деле искали путь для сохранения мирного существования. Только это тогда, когда есть близкое знакомство, тогда, когда находим общий интерес, и тогда, когда защищаем наш общий интерес. У нас много друзей, может, кто-то для меня друг, а для моего соседа это не друг. Но мы вместе, члены одной семьи, должны вместе думать о том, что делать для того, чтобы сохранить наши дружеские взаимоотношения и сплоченность нашего внутреннего общества. И на основе этого будем развивать дружбу с окружающими. Будем вместе думать то, что объединяет нас, и будем стараться убедить друг друга, как подружиться со всеми окружающими, то, что им выгодно, и другим тоже неплохо. Но основной – сохранить сплоченность нашего общества, сохранить мир. Потому что кто сейчас враждуется с кем-то, то, может, и завтра они найдут общий язык и будут друзьями. А что будет с нами? Поэтому мы вместе на одной земле, нам надо всегда думать о том, что может объединить нас. Давайте, чтобы мы развивали наши взаимопонимания, развивали общие интересы и защищали друг друга как единое целое. Я хочу говорить о том, что мы как мусульмане сейчас тоже готовимся, чтобы отмечать Исра и Ми'радж. Это путешествие и вознесение пророка Мухаммада. Путешествие это из Мекки в Иерусалим, и вознесение это из Иерусалима до 7-го неба и выше. Все это произошло за очень короткий срок, меньше чем 3 части ночи. И было собрание пророка со всеми пророками. Они разные, но имели один принцип жизни. Это поклоняться единому Богу и работать на распространении добра. Давайте, чтобы мы брали пример от пророков и распространяли только добро и противостояли любое зло. Желаю вам счастья в этом мире и на том свете. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.